взяли довольно объемную тему на рассмотрение о событиях, предшествовавших образованию и становлению Дагестанской ССР. Модератором конференции выступает администрация муниципального района Хунзакский район. Слово для открытия научно-практической конференции предоставляется заместителю главы администрации МР Хунзакский район Асадали Зайндиновичу Абдуразакову. Hörmətli rayon suya adrac arxalba. Hali Söran asru Dağıstanır Cindirgo Ratalda hükümet otonomiya hükümet ötsiyalda ban Sengi Jaka Nusku sonil zamanında jani daha çoğu bakınan da ot akal hiç o Dağıstan atlıgi ve hedin o Xunzak atlıgi cemaat atsa. Dağıstan'ın da Sovyetiya власть ötsüli mekhatki çoğu Кудия будет акуна хунзакре онашул улук каматса харакатчаатса ва революционерацыги. Хедин азаралда ичкнусалда коабилип сонар ноябрь моцалда буйнакский албук араб съездалда Иосиф району Сталинге акалтара хеп съездалда hükmü habuna Dağıstan'da автономиям Советский Социалистическая Республика Ötsizim. И Россия шел Hükümet Бетер, Россия Hükümet Бетер, председатель Совета министров Сталинцев, председатель Президиума Верховный Совет, Коабили Январ, Коабили Соналда, Hükmü Habuna, Hedingo, Kinabgo, Dandekан, Чанго Союзная Республика, Ва Чанго Автономная Советская Социалистическая Республика Ötsiyasi. Hep Sezdalda Xunzakre Anashigi Buk Ana Kudiya Buta, Muhammed Mizro Khizro Yosul Метель шалдгот. Деди колоха нуско сон ласр алжани совет я хукумат өтсүли мехатки рагут заманашки кинабук аниги хукумат ашул этап алда хотлоп нетлер района шул жамаатат захмат чаатса куна бишшунго себесептерда бак илон колдида. Ботлумуго жакаспе конференция сенги нетлер захмат чаазул нетлер район соязул Бук араб кисмат да негинетледе гитхазем сенги хеним акал таралги рач ара ножой гудия баркала. Дорогие друзья, как мы с вами знаем, 21 год объявлен в Дагестане годом, посвященным столетию образования ДССР. Хунзак всегда был и остается эпицентром самых важных исторических событий в республике. Наш район был кузницей кадров не только для родного района, но и для республики. Роль учителя, педагога ценилась во все времена. У нас есть педагоги, которые внесли значительный вклад в развитие образования, а значит в будущее нашего района и республики. Эти люди на протяжении нескольких десятилетий делали все возможное, чтобы каждый ребенок с малых лет мог стать автором своей жизни. Администрация муниципального района Хунзакский район выражает благодарность Набиевой Меседу Набиевне, руководителю МГДУ «Детский сад Березка», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность и в связи с празднованием столетия образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Пусть успех сопутствует всем вашим добрым делам, неисчерпаемого запаса душевных сил, оптимизма, здоровья и семейного благополучия. Благодарность выражается Аляскабовой Патимат Гамзатовне, руководителю детского сада «Буратино», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность и в связи с празднованием столетия образования ДССР. Выражается благодарность Абдуразаковой Абидат Асадулаевне, руководителю детского сада «Елочка», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность и в связи с празднованием столетия образования ДССР.
Добрый день, дорогие друзья. Я вас всех тоже поздравляю с сегодняшним значимым событием. Мероприятие, приуроченное празднику столетия Республики Дагестан. Мы с вами все должны гордиться тем, что являемся жителями Республики Дагестан. Дагестан – страна гор, и во всех направлениях у нас есть чем гордиться. Сегодня нашим гостям мы хотим, наших же гостей мы хотим встретить, вас хотим в нашем традиционном порядке. Спасибо вам огромное. Первый докладчик по теме «Революция и гражданская война в Дагестане. События в Хунзахе». По первому вопросу выступит учитель истории Танусинской средней общеобразовательной школы Халимат Гаджиевна Абдулпазлуева. Дорогие коллеги и земляки, я очень рада поприветствовать вас на этом знаменательном мероприятии, на котором мы будем сегодня положим начало отмечать столетие ДССР. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с наступившим Новым годом и пожелать всем вам всего самого наилучшего от имени всего нашего коллектива Танусинской СОЖ.
И мне, значит, предоставилось, ну, мне досталась такая честь принять участие и осветить вам далекое историческое прошлое столетней давности. Но и события это очень важные для нашей истории, значительные и, конечно же, очень трагические. Революция и война в Дагестане и в Хунзахе. Как и по всей России, с момента победы февральской революции в Дагестане шел процесс образования советов рабочих и солдатских депутатов. Первый совет рабочих солдатских депутатов в Дагестане появился 26 марта в Порт-Петровске. В апреле советы появились в Дербенте и Темирхан-Шуре и в местах расположения воинских частей, в том числе и в Хунзахе. В Порт-Петровске был создан комитет спасения революции, преобразованный позже военно-революционный комитет, которую возглавил Улуби Буйнакский. Союзницей большевиков в Дагестане была Дагестанская социалистическая группа, состоявшая в основном из известных представителей дагестанской интеллигенции. Круговорот событий, развернувшихся в Дагестане с февраля по декабрь 1917 года, значит, выявил ряд политических сил, стремившихся к власти. На управление Дагестаном претендовали члены горского правительства. Свои претензии на власть, преследуя цель создания теократического государства имамат, объявило духовенство. Серьезные основания надеяться на власть в Дагестане после Октябрьской революции имели большевики и социалистическая группа. Значительное влияние на события в Дагестане оказывали бывшие офицеры царской армии, такие как генерал Халилов, полковник Алиханов и другие. По свидетельству одного из русских офицеров, служившего в Дагестане в 1918 году, жизнь во всем крае была до такой степени расстроена, что никто даже не знал, кому нужно подчиняться. Сложная политическая обстановка в Дагестане послужила поводом для проведения всеобщего съезда, который был назначен на 10 января 1918 года в городе Буйнакской. Главная цель съезда была определение функций и полномочий имама Гатинского, а также принятие мер к ведению порядка в управлении Дагестаном. На съезде был избран исполнительный комитет новый, а Нажмудин Гатинский большинством делегатов съезда был утвержден муфтием. 18 января, пользуясь своим мнением, Дахадаев и Каркмасов выбрали шейхуль исламом Дагестана Али Хаджи Акушинского. И говоря об итогах этого съезда, необходимо отметить, что на съезде обнаружились противоречия, сложившиеся в дагестанском обществе в вопросах власти. В то же время съезд еще раз указал на способность дагестанцев разрешить самые сложные вопросы путем переговоров. Справедливости ради тут надо отметить, что эта возможность достижения своих целей использовалась не в полной мере. Противоречия, сложившиеся в данный период, привели впоследствии к расколу дагестанского общества и негативно сказались в годы гражданской войны. Условно гражданскую войну в Дагестане можно разделить на несколько этапов. Так же, как и в России, гражданская война развернулась в Дагестане сразу же после установления власти Советов. И также здесь она сопровождалась иностранной интервенцией. Воспользовавшись кризисом, охватившим советскую Россию, правительства иностранных государств попытались осуществить собственные интересы, собственные планы. И в этих планах Кавказ занимал немаловажную роль. Охваченный гражданской войной Дагестан оказался, кроме того, камнем преткновения интересов среди англо-американского блока с одной стороны и германо-турецкого с другой. Для усиления борьбы с интервентами и белогвардейцами большевики решили объединить усилия. В августе-сентябре 1918 года войска Бабичерахова и англичан захватили Дербент, Порт-Петровск, Темирхан-Шуру, разогнали советы и установили свою власть. Князь Тарковский стал диктатором Дагестана. Он жестоко расправился с активными деятелями советов,
по его указанию были убиты Дахадаев и другие. Но диктатура Тарковского, к счастью, продолжалась недолго, и вскоре, в октябре, Дагестан оказался под властью турок. И турки тут продержались недолго, в декабре туркам тоже пришлось оставить Дагестан. В Дагестане вновь сформировалось горское правительство, и она быстро переориентировалась на англичан в надежде на помощь и понимание, признание независимости. Но у англичан на Кавказе были, конечно же, и в первую очередь собственные планы. В течение всего 1918 года власть необычной быстротой сменяла одну другую. Для восстановления советской власти и отступившей с Северного Кавказа 11-й Красной армии в январе 1919 года Москва послала на помощь военную экспедицию во главе с Кировым. И одновременно Дагестан также получила подкрепление Дагестанский советский конный полк, политическим комиссаром которого был Улуби Буйнакский. В феврале 1919 года в селе Кумтаркала нелегально была созвана первая большевистская конференция, на котором был избран Дагестанский обком РКПБ во главе с Улубием Буйнакским, а также военный совет для подготовки вооруженного восстания. За короткое время совет сумел собрать в аулах Дагестана крупные силы, и их повстанческая Красная армия насчитывала 8 тысяч человек. Кроме того, они ждали помощи из Астрахани 11-й Красной армии. Но в самый разгар ее организаторы были репрессированы, они были арестованы, когда собралась подпольный обком Темирхан Шуре, они были арестованы и расстреляны. Пользуясь благоприятной обстановкой в Дагестане, генерал Халилов и по плану англо-деникинского штаба совершили военный переворот и, значит, разогнали горское правительство и открыли Дагестан перед деникинскими войсками. В Дагестане установилась заново военная диктатура. Между тем, летом 19 года Дагестан готовился к решительным схваткам, и произошли два похода против Деникина. Первый поход потерпел поражение, а поводом для второго похода послужило то, что Деникин насильственно начал забирать в армию горцев в дагестанских округах. Возмущению горцев не было предела, и горцы со всех округов Дагестана они начали собирать силы против Деникинской армии. Решающая битва произошла в Мекегийском перевале, в местности Аякака, где армия Деникина была разгромлена, из 1300 человек осталось живых 85. Сам генерал Лавров был убит, горцы вот именно здесь одержали первую крупную победу над белогвардейцами. С приходом Красной армии в Дагестане начинается восстановление советской власти, создание революционных органов власти и так далее. И, конечно, Хунзах в годы революции и гражданской войны. События Великой революции, Российской революции и гражданской войны напрямую коснулись и Хунзахского района, а по тем временам Аварского округа. Мы все хорошо знаем, что Хунзах в те времена был колыбелью и революции, и гражданской войны. В апреле 1917 года в Хунзахе был образован Совет солдатских и крестьянских депутатов. Но нельзя сказать, что здесь сразу же установилась советская власть, потому что одновременно здесь действовали представители Временного правительства в лице Кайтмаза Алиханова и его сторонников, а также в Аварском округе огромное влияние имело мусульманское духовенство в лице Нажмудина Гатцинского. К тому же следует отметить, что две последние силы, они в данном регионе имели огромное влияние. До Октябрьского переворота в Аварском округе события разворачивались относительно спокойно. Обстановка начала накаляться после того, как в Петрограде большевики взяли власть в свои руки. Как и по всему Дагестану, здесь началась активная пропаганда большевиков под руководством Магомеда Мирзы Хизроева.
Итогом деятельности Магомеда Мирзихизроева, конечно же, стало установление советской власти в Аварском округе. К началу апреля 1918 года в Хунзахе сложилась очень сложная политическая обстановка, которая привела к окончательному расколу местного общества и вооруженному столкновению сторонников Алиханова и Муслима Атаева, к которому, на стороне Алиханова примкнулся и Нажмудин Гатцинский. В ходе боев Атаев отрядом красных партизан укрепился в крепости, а Кайтмаз Алиханов со своим отрядом в селе Хунзах. Нажмудин Гатцинский поставил свой лагерь в селе Тануси. Борьба продолжалась больше года. Силы большевиков во главе с Атаевым были невелики, чтобы дать отпор силам полковника Алиханова и Гатцинского, в результате чего отряд красных партизан оказался в окружении. В годы гражданской войны крепость Арани, находящаяся в руках красных, дважды осаждали эти контрреволюционеры. Мы все знаем, что наша Аранинская крепость, она очень сильно укрепленная. В каменных стенах около 600 бойниц. На каждом углу башни в 2 этажа были высокие башни. Там была церковь христианская. На колокольне церкви находился пункт наблюдения и был установлен пулемет «Максим». Часто устраивались тревоги. Ночью ракетами освещали они местность, но и защитники крепости, красные партизане, они были настроены очень серьезно, и они дали клятву, что красноармейцы и красные партизане, что они ни во что не сдадут свою крепость. И не сдали они эту крепость. Защитой руководил совет во главе с Муслимом Атаевым. Крепость оборонялась около месяца, и 3000 бойцов противника взять ее так и не смогли. И к весне 2020 года на помощь красным партизанам и красноармейцам прибыли части 11-й Красной армии, благодаря которым осада с башни была снята. В конечном итоге красные партизане и красноармейцы, они укрепились в башне на западной стороне крепости. И благодаря Красной армии осада с башни была снята, силы Гатцинского и Кайтмаза Алиханова были разгромлены, и в Аварском округе окончательно утвердилась власть большевиков. У меня на этом все. Спасибо за внимание. По второму вопросу. Роль партизанских отрядов в гражданской войне. Партизаны Хунзаха выступит учитель истории Хунзахской средней общеобразовательной школы номер 1 Патимат Газимагомедовна Амирова. Добрый день, уважаемые участники конференции. После столь подробного доклада Халимат Гаджиевны мне нужно будет несколько корректировать свое выступление, потому что она рассказала очень подробно. Но, тем не менее, конечно же, есть что сказать об этом периоде. И, конечно же, прежде всего, гражданская война, которая продолжалась в Дагестане более 3,5 лет, в 1918-1921 годах. Это самый сложный и печальный период в истории нашего края. Ведь гражданская война – это братоубийственная война. На одной территории родственники. Бывали случаи, что один брат на одной стороне, другой брат на второй стороне. Точно так же жена и муж жены на стороне красных партизан, а муж ее на стороне белых. Поэтому в последние годы, вы знаете, что в последние годы стало возможным объективное освещение истории революции и гражданской войны в Дагестане. Так как раньше она все-таки освещалась, в период советской власти освещалась только с классовых позиций. И наша задача не впадать из одной крайности в другую. И потому мы должны все-таки знать имена наших участников этой войны, и потомки должны знать и хранить имена и дела своих подлинных героев, отдавших жизнь и молодость во имя свободы и освобождения трудового человека. Проведем небольшой экскурс к истокам и причинам гражданской войны. Как уже было отмечено,
в феврале 1917 года глубокий социально-экономический и политический кризис, порожденный мировой войной, привел к краху российского самодержавия. Революция всколыхнула все социальные слои огромной страны, дав сильный импульс национальным движениям по всей Российской империи. Пользуясь отдаленностью от центра и плохой осведомленностью населения Дагестана о положении дел в стране, местное руководство пыталось скрыть от него весть об отречении царя. Была даже сделана попытка сохранить губернатора Дагестанской области генерала Ермолова в качестве представителя военной и исполнительной власти. Также была сделана первая попытка решить проблему власти всего Северного Кавказа. 1 мая 1917 года во Владикавказе собрался первый съезд горцев Кавказа. На нем оформился Союз объединенных горцев Кавказа, куда вошли Кабарда, Осетия, Чечня, Ингушетия, Черкесия, Карачай и Дагестан. И Союз ставил цель объединения горцев на территории, простирающейся от моря до моря, то есть от Каспийского до Черного моря. И муфтием Северного Кавказа был избран Нажмудин Гацинский, политическими делами ведал Центральный комитет, при котором был учрежден шариатский совет из 9 человек, и отношение к России было лояльным в данный период. Поляризация общества, то есть разделение общества политических сил в Дагестане, определился развитием событий в России в целом. По всей стране народ ждал больших перемен, мечтал об окончании грабительской войны, уносившей тысячи жизней. Народ мечтал о мире, о хлебе, о земле, о свободе. 25 октября, как мы знаем, 1917 года в Петрограде большевики захватили власть и провозгласили власть рабочих и крестьян, равноправие и свободу всех угнетенных народов бывшей царской России. Но советская власть в Дагестане окончательно утвердилась только после ожесточенной гражданской войны и иностранной интервенции. Более 3 лет длилась эта не утихавшая ни на минуту борьба. Погибли сотни и тысячи сынов Дагестана. Боролись против турецких войск. Ну, здесь повторяться я не буду. Здесь и Германия, здесь и Англия, кого только не было в этот период на земле Дагестана. А еще Деникин, который считал, что Дагестан и Северный Кавказ должны оставаться в составе России. А с другой стороны, он был ярым сторонником сохранения самодержавия «Белый генерал». В Дагестане войска Деникина заняли огромную территорию. Это и Хасавюрт, Тимирхан Шура, Порт-Петровск, Хунзах, Тишлагар, Гуниб, Хасункент. Они успели уже сжечь и разграбить несколько десятков дагестанских аулов. Зверствовали в Кадаре, в Дургили, сравняли с землей аул Губден, уничтожив там около 300 мирных жителей, в том числе стариков и детей. К большому сожалению, нужно отметить, что такие варварские методы борьбы применяли и красноармейцы. Об этом раньше не писали, не любили говорить, но тем не менее история не пишется только золотыми буквами. Многим сейчас уже известна трагедия, которая свершилась в 2020 году в селе Геничук, когда в один день были сброшены в каньон около 70 человек мужского населения. Это была очень огромная трагедия для этого села, которое возрождается по сей день. Ну, представьте себе, в один день мужское население, около 70 человек погибают. Погибли там и женщины, и дети тоже. И это все происходило по прямому указанию командира тогда 11-й Красной армии Тодорского в селении Арани. И с начала 20-го года деникинцы были изгнаны из Дагестана совместными усилиями Красной армии и красных партизан. Но капиталисты, помещики, их агенты не думали складывать оружие. Барон Врангель, грузинские меньшевики и другие агенты стремились свергнуть советскую власть. И к концу 20-го года Гацинский со своим войском вторгся из Грузии в Дагестан. Значительная часть высокогорного Дагестана оказалась захваченной им. Они окружили крепости Гуниб и Хунзах, и части Красной армии и партизанские отряды вместе с совместными усилиями прорвали это кольцо. И к весне 21-го войска Гацинского были разбиты. Сейчас я здесь не применяю слово «банды Гацинского», потому что все-таки есть об этом человеке много других сведений, что это ученый, арабист, человек,
естественно, защищал свои интересы. Крупнейший барановод, богатейший человек, у него есть свои интересы. Ему тоже нужно сохранить свое имущество. Он говорил, что это все имущество, то, что передал ему отец. И если у кого есть какие-либо документы, которые утверждают, что эти земли ему не принадлежат, то он, если придут эти люди к нему с такими документами, то он запросто и это все передаст им. И брат Нажмудина Гацинского, Абдул-Латиф, он был вообще аскетом. Человек, который вообще не интересовался имущественными вопросами, и умер он в Сибири, был сослан в Сибирь за то, что он без разрешения уехал в хадж. И все то, что должно было принадлежать Абдул-Латифу как брату, отец разделил имущество между двумя сыновьями, досталось все это Нажмудину Гацинскому. Дальше отметим еще, что еще в разгаре борьбы с Гацинским в Дагестане произошло событие огромной важности. Это то, что мы говорим, была провозглашена советская автономия Дагестана, и в жизни дагестанских народов началась новая эра. Так, но все-таки хочется сказать о наших партизанах и о земляке нашем Магомед Мирзахизроеве, который занимал высокие должности в период этой гражданской войны и становления советской власти. Но болезнь его унесла, в 1922 году он умер, и он не попал в репрессии. Вот есть, значит, высказывание такое, что революции пожирают своих детей. К сожалению, это коснулось и Дагестана. Эти виднейшие революционеры, люди, которые сражались за революционные идеи, забыв о собственной семье, о доме, и многие сложили жизни, и те, кто остались живы, они оказались репрессированы в конце 30-х годов. И наши фрунзалские партизаны, 14 человек, были награждены высшей тогда правительственной наградой Ордена Трудового Красного Знамени. Всего таких награжденных в Дагестане было 70 человек, из них 14, они были из Фрунзалского района, из отряда Муслима Атаева, и сам Муслим Атаев. К сожалению, и сам Муслим Атаев, и некоторые его партизаны, награжденные высшей наградой, оказались репрессированными. И Гуевский отряд имени Омара Чохского, 7 человек награжденных, из них 4 репрессированы. Сам Омар Чохский получил эту награду посмертно, он погиб до получения этой награды, а еще один партизан, он погиб при исполнении служебного долга, а 4 из этого списка также были репрессированы. И поэтому сегодня наша задача все-таки давать правильную оценку событиям, ну хотя бы постараться. Есть, значит, гражданская война, как вы знаете, это самая трагическая страница нашего края, и мы должны очень осторожно перелистывать страницы человеческих судеб. У каждого у них была своя правда. Спасибо за внимание. По третьему вопросу. Чрезвычайный съезд народов Дагестана. Декрет об образовании Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Выступит директор Батлаической средней общеобразовательной школы Марьям Казамбиевна Гайдарбекова. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я рада приветствовать вас на этом мероприятии. Тема моего выступления – Чрезвычайный съезд народов Дагестана, декрет об образовании ДССР. Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, была образована Дагестанская автономная Советская Социалистическая Республика. Это государственное образование в составе РСФСР. Это событие стало предпосылкой для развития во всех сферах жизни, экономики, культуры, заложило основы единства народов Дагестана и его неразрывной связи со всеми народами России. Государственность на территории существовала тысячелетиями.
но единого государства не было до 20 века. Отсутствие политического единства сдерживало цивилизационное развитие этого края. В составе Российской империи Дагестан был колониальной окраиной. Свержение царизма открыло путь для подлинного расцвета национально-государственной жизни народов России, в том числе и народов Дагестана. В период гражданской войны дагестанцы отвергли сепаратизм, шариатское, государство, с оружием в руках отстояли свое будущее, как светской республики в составе России. В ноябре 1920 года в Темирхан-Шуре, ныне Буйнакске, прошел съезд народов Дагестана. Этот съезд получил название «Чрезвычайный съезд народов Дагестана». И на съезде выступил на тот период времени нарком по национальности Иосиф Виссарионович Сталин. И вот он провозгласил декларацию о советской автономии Дагестана. В декларации отмечалось, что Дагестан должен быть автономным, то есть пользоваться внутренним самоуправлением, сохраняя братскую связь с народами России. Таким образом, автономия означала решение всех вопросов государственного строительства с учетом местных особенностей, обычаев, традиций, условий жизни и быта коренного населения. Подчеркнул Сталин в своем выступлении его слова были: вместе с тем считаю необходимым заявить, что автономия Дагестана не означает и не может означать отделение Советской России. Делегаты чрезвычайного съезда единогласно приняли резолюцию, в которой они выразили свое полное удовлетворение провозглашением Дагестана автономной республикой. Решение о предоставлении автономии необходимо было закрепить в законодательном порядке, то есть юридически оформить. Словом, надо было определить правовой статус автономного Дагестана в составе РСФСР, его конституционные права и полномочия. Для решения этого и других хозяйственных вопросов государственной и хозяйственной значимости с центральными органами власти было решено послать делегацию в Москву. В ее состав вошли Джалалиддин Каркмасов. На тот период времени он был председателем Дагестанского обкома областного бюро РКПБ. Наш земляк Магомед Мирза Хизруев, чрезвычайный комиссар Гунипского и Аварского округов. Алибек Тахагоди, представитель Дагестана по экономическим вопросам в Азербайджане. Наверное, вы все знакомы с стихотворением выдающего нашего земляка Расула Гамзатова «Горцы у Ленина». Вот как раз-таки он очень хорошо осветил эти события в своем произведении. В столице по поручению Ленина ряд ответственных работников вместе с нашими представителями составили проект декрета об образовании советской автономии Дагестана. После столь серьезной подготовительной работы 20 января 1921 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет и принял декрет об образовании автономной Дагестанской Советской Социалистической Республики как полноправного субъекта РСФСР. И вот окончательное воплощение жизни Дагестанская АСР получила 5 декабря 1921 года на Общедагестанском учредительном съезде Советов, принявшем первую историю Дагестана Конституцию. В последующем был принят ряд новых конституций, которые стали этапами национально-государственного строительства Дагестана. Дагестанский народ сделал свой выбор в пользу государственного единства с Россией. Создание единого дагестанского государства позволило совершить мощный рывок в экономическом, политическом и культурном развитии. Были восстановлены разрушенные в ходе гражданской войны предприятия, были построены десятки новых заводов, фабрик, электростанций, объектов транспортной инфраструктуры, канал имени Октябрьской революции. Дагестан стал республикой с развитой промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством.
Торжественную клятву, данную в 1920 году на чрезвычайном съезде народов Дагестана о дружбе и братской солидарности с народами России, горцы сдержали в тяжелые годы Великой Отечественной войны. В Дагестане 75 героев Советского Союза и России, потому что дагестанцы всегда были и остаются мужественными воинами, патриотами своей страны. Подтвердили народы Дагестана свой выбор и в период распада СССР и образования новых суверенных государств. И в 1999 году Дагестан остался одной из республик, даже в смутные времена никогда не ставивших под сомнение единство Российской Федерации. 24 мая 1991 года, после распада Советского Союза, ДССР была преобразована в Дагестанскую ССР в составе РСФСР. Но мы знаем дальнейшие события, как они развивались. И в конечном счете 25 декабря 1993 года, после вступления в силу Конституции РФ, Дагестан вошел в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. И вот провозглашение 20 января 1921 года ДССР – это акт сознательного и самостоятельного выбора наших предков. И этот выбор дагестанцы подтверждали, то есть подтверждают и в столетнюю годовщину образования ДССР. Друзья, сегодняшняя наша научно-практическая конференция – это всего лишь небольшой трамплин к большой расширенной конференции, которую мы обязательно проведем в расширенном формате с приглашением научных сотрудников и известных историков. Она пройдет под эгидой юбилейных мероприятий, посвященных году образования столетия Дагестанской ССР и года науки и технологий, объявленного в России. В ней мы обязательно продемонстрируем успехи IT-технологий наших специалистов района и первые начинания наших учащихся в зонах точка роста. Я считаю, что сегодняшнюю конференцию по праву можно назвать хоть и маленьким, но праздником науки, потому что наши учителя продемонстрировали результаты своего научного самостоятельного поиска. Желаем нашим учащимся успехов и огромного желания в поиске и исследованиях нашей родной республики и Хунзака. Пусть упорство и труд, терпение и желание познать будут вашими самыми главными помощниками. Спасибо за внимание. До новых встреч.